Шум работающей техники в Олимпийском проезде прекращается только с наступлением поздней ночи. Однако это тот редкий случай, когда звук отбойного молотка и грохот экскаватора никому не мешает. Жильцы с пониманием относятся к временным неудобствам, потому что результатом таких работ станут обновленные дворы. Даже лоуз-площадки, даже в школу идти, университет давага хава чувала арвала самугдалах татан лештин ахкона таган هرنيا بمهر خزين هرميتك تاين تخدق قدينا تدو ديريز خيل ويبشانا زنت اخي تنشانا شونا حلبولشان هقان مصانا بركل آل وردر قصون. В Олимпийском проезде никогда не было ливневых канализаций. Вода весной заливала дворы, образуя долго не высыхающие лужи. Эту проблему горожан специалисты уже успешно решили, сообщил мэр столицы. Кроме того, произведен монтаж и демонтаж бордюрного камня. Перед рабочими стояла задача уложить порядка 5000 квадратных метров асфальта. 70% объема работ уже выполнено. По завершении ремонта здесь появятся и детские площадки. Этот двор был включен в план благоустройства города. Здесь дороги были в очень плачевном состоянии, разбиты, не было ливневой канализации. После дождя здесь не пройти, не проехать было практически невозможно. Поэтому этот двор был в числе первых работы по благоустройству были начаты именно в этом дворе. Сейчас, как мы видим, здесь бордюры установлены, асфальтирование практически заканчивается, работа по асфальтированию. Работы по озеленению и по благоустройству тоже, как вы видите, здесь продолжаются. Работы идут полным ходом. Планируем завершить все эти работы к 3 июня. При благоустройстве столичных дворов по поручению градоначальника были созданы парковочные места. Фасады 23 домов по мере необходимости реставрируются. В Олимпийском проезде уже завершена обрезка деревьев и вырубка сухостоя. 80% уже все внутридворовые дороги, значит. Асфальтобетонное покрытие восстановлено. Бордюрный камень мы на 100% уже установили. Остался текущий ремонт, там процентов 60 мы уже выполнили. Из 4000 квадратных метров 60% выполнено уже текущего ремонта. Техники здесь каждый день по-разному работают. Там, если говорить о катках, укладчиках, значит, погрузочных механизмах, КАМАЗах, значит, это порядка 10-15 единиц только наши техники здесь работают. Для выравнивания территорий, прилегающих к многоквартирным домам, завезены 11 машин с черноземом. Впереди строительство тротуаров и озеленение участков. Все работы планируется завершить в ближайшее время. Зураб Центроев, Заид Закаев и Алаш Аздамиров. Новости.